Я считаю, что никаких антироссийских настроений в абхазском обществе нет. Ну, если настроение, это какое-то преобладающее мнение хотя бы у значимой части населения. Могут быть отдельные люди, которые не любят Россию. Ну, наверняка такие есть, единичные. Но они и в России есть. Это нормально. Да? Настроения антироссийских нет. А вот высказывания антироссийские есть. Эти высказывания появляются по двум причинам. Первая причина – экономическая. Люди могут очень хорошо относиться к России, но их экономическим интересам мешает расширение сотрудничества и партнерства с Россией. Ну вот мы сейчас про электроэнергию говорили, понятно, программа сотрудничества России и Абхазии в электроэнергетике предполагает ремонт сетей, установление приборов учета, повышение собираемости. Очень много что по этому поводу сделано. Сотни миллионов рублей, стали поступать, в экономику и в бюджет. Но они же кому-то раньше в карман попадали, без чудес же, да? Они же лежали в чьем-то кармане, да? Люди, которые зарабатывали, и по-честному продолжают зарабатывать на майнинге, да? Вы точно, и те, кто нас слушает, лучше знаете, кто это. Честно скажу, за полгода даже я уже некоторые фамилии могу называть, да? А вы явно знаете больше, да? Их радует это сотрудничество между Россией и Абхазией? Не думаю. Да, не думаю. Поэтому, не знаю, сталкивался с историей, что, конечно, когда запустили электричку, и сегодня Россия датирует билет на электричку, и она стоит 300 рублей, взять несколько тысяч за поездку из Адлера до Сухума, уже ты на такси столько не заработаешь, потому что появился альтернативный маршрут. Кому-то это не нравится? Наверное, кому-то не нравится. На 258 миллионов за полгода увеличился сбор таможенных платежей в Абхазии за счет того, что кого-то сняли с работы, по кому-то возбудили уголовное дело, да, там еще много работы. Но эти 250 миллионов когда-то ложились кому-то в карман, это же очевидно. Да? Поэтому первый ответ, мне кажется, эти антироссийские высказывания иногда появляются не потому, что люди плохо относятся к России, а потому что расширение сотрудничества России и Абхазии бьет по их, извините меня, шкурным карманным интересам.